В Сыктывкаре заложили фундамент для памятника военным медикам. Он появится во всей красе до конца года. Евгений Стокос о том, как идет работа над монументом. Действительно, решение об установке памятника военным медикам Ассоциация врачей республики приняла еще в феврале. Возникали разногласия насчет места, где он должен появиться, и в итоге выбран сквер на территории Сыктывкарского медколледжа. Кузницы кадров, так сказать, будущего нашей медицины. Все оргвопросы удалось решить на удивление оперативно, и вот он фундамент. Инициатор установки, главный врач госпиталя ветеранов, напомнил, ради чего все это и почему в этом святом деле не только сакральный смысл, но и воспитательный. Наши медицинские работники принимали участие, оказывали медицинскую помощь не только в Великую Отечественную войну, и Первая мировая война была, и революция, гражданская война, чеченские события, афганские, все наши принимали участие. Вы сами знаете, сейчас также принимают участие и в Сирии. Поэтому какая-то память должна быть о них, что ничто не забыто, и мы их помним. Это тоже одно из воспитательных сторон. Территорию вокруг тоже облагородят. Появятся скамейки, дорожки и освещение, а студенты колледжа должны будут взять шефство над состоянием сквера. Сейчас 6-тонный сибирский гранит приобретает форму будущего памятника. Остались более мелкие детали для изготовления этого памятника, на котором изображена молодая санитарка, медицинский работник, которая спасает раненого бойца. Там мелкие детали уже предполагают использование уже более мелкого инструмента для того, чтобы подчеркнуть детали лица, детали сюжета. Само техническое исполнение на плечах хрупкой девушки, а вот инструменты для работы совсем не женские. Невольно даже при такой картине, словно из хроники, воспроизводится работа военных санитаров, достающих солдат из окопов. Конечно, это очень большая ответственность. Это очень редко, и я благодарна судьбе, что на самом деле мне выпала такая честь сделать этот памятник. Как видите, работа кипит, памятник возводится исключительно за счет благотворителей. Основные работы уже оплачены, но Республиканская ассоциация врачей продолжает сбор средств. И каждый желающий все еще может внести свою лепту в дело рождения еще одного памятного места – монумента людям в белых халатах. Евгений Стокос, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.